Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. 14 мая исполнилось 80 лет со дня рождения государственного и политического деятеля, основателя современного абхазского государства, первого президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Арзенба. В Нижней Эшере прошла церемония возложения цветов к его мемориалу. Память выдающегося лидера Абхазии почтили президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Дылба, спикер парламента Лаша Ашуба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, депутат Государственной Думы Константин Затулин, российский политический и государственный деятель Сергей Бабурин, общественные политические деятели страны. В глубоком скорбном молчании с самого утра люди поднимались к Владиславу Арзенба. Цветы к его могиле возлагают представители руководства страны, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, общественность. Все те, кому дорога память о светлом человеке, так сильно любившем родину и посвятившем служению ей всю свою жизнь. Владислав Григорьевич был настоящим патриотом Абхазии. Пройдя вместе с народом через самые сложные испытания, политик сыграл выдающуюся роль в истории своей страны. Стахом зигерты, сырпырти дот, хторых язнежны, сарасуал, эснайк сарасаджин, сазон эснайк. «Свобода Апсна – смысл всей моей жизни», – говорил Владислав Арзенба. И действительно, его судьба распорядилась так, что эта фраза стала пророческой. В самое тяжелое время Арзенба стал вдохновителем для всего абхазского народа. Следуя его зову, люди обретали смелость, шли вперед и прорывали осаду, сантиметр за сантиметром освобождая родину от оккупантов во время Отечественной войны народа Абхазии. Время войны, страшного испытания, я на всю жизнь запомнил две надписи. Одна надпись на абхазском языке, которую написали наши воины, она гласила «Встаза расиху садгелу». Жизнь – это Родина. И рядом надпись на адыгском языке. Я, может быть, небольшой специалист в области произношения адыгских фраз, но я запомнил и запомню это на всю жизнь. Это фраза «Псым япар напар» – «Честь дороже жизни». Лица людей пронизаны неподдельной болью и тихой гордостью. Гордостью за того, кто подарил им надежду, кто стоял на страже нашей Родины, когда казалось, что весь мир против нас. Слезы стучат в сердце, но никто не отводит взгляда, потому что помнить значит жить. А Арзенба жил в каждом вздохе, в каждом бьющемся сердце Абхазии. Сегодня знаменательный день в истории Абхазии. Сегодня юбилей поистине великого человека, который проложил дорогу для нашего народа. Эта дорога была полита реками крови. В свое время мы прошли через это. С его именем мы шли в бой. С ним были связаны все наши надежды и до сих пор связаны. Несмотря, что его физически с нами нету, но дух его всегда был, есть и будет рядом с нами. С каждым годом время отдаляет нас от эпохи Владислава Арзенба. Однако человеческая память заботливо хранит имя того, кто отдал жизнь служению Родине, народу справедливости. Из поколения в поколение мы всегда будем говорить «наш Владислав», подразумевая одного единственного. Вообще, честно говоря, с гениальным человеком, уникальным в своем роде, героем. Героем, скажем, таким, знаешь, во многих направлениях, честно говоря. И герой, как говорится, мирной жизни, и герой военной жизни. В принципе, очень часто ассоциируется он как бы с отцом, что ли. Во всяком случае, мы всегда его старались слушать и делать так, как он говорит. Ну а так, конечно, это, в принципе, славная, личность, и трагедийная личность. Наверное,
так, наверное, было суждено, что он свою жизнь отдал. В моем сердце, в моем сознании вообще он легендарный человек. Владислав Арзанба пришел в политику из науки. Он достиг больших успехов в изучении древних народов Малой Азии, в частности, исчезнувших хеттов. По его признанию, он не представлял, что когда-нибудь, оставив любимое дело, займется политикой. Однако бурный исторический процесс, захлестнувший Советскую империю, а вместе с ней и Абхазию, распорядился по-другому. Точкой отсчета политической деятельности Арзанба стало выступление на съезде народных депутатов СССР. Его знаменитая речь о положении в Абхазии взволновала тогда очень многих людей. Интересен тот факт, что перед съездом партийная иерархия делала все, чтобы Владислав не выступил и не обижал грузин. А те, в свою очередь, воспользовавшись его отсутствием, убрали в зале табличку «Абхазия». Владислав все вернул на место и выступил, несмотря ни на что, потратив времени ровно столько, сколько было отведено регламентом. Говорить в прошедшем времени о Владиславе Арзанба сложно. Так признаются его близкие, друзья и соратники. Для них он всегда остается живым, настоящим, неотъемлемой частью их жизни и судьбы всего народа. Я помню первый раз, когда он прилетел в Абхазию, я встретил его в аэропорту. Ну, я тоже молодой был, подъехали на машине, там вся правительство была, Борис Викторович Адлеба. И вышел такой молодой, помню, портфель держал, и идет, поздоровался со всеми, и Борис Викторович представляет меня, говорит, это, говорит, ваш водитель, это ваша машина. С первого дня такое впечатление осталось, что сразу видел, что добрый человек, вижу, что у него на лицо было все написано. И вот мы приехали домой к нему, и с этого дня проработал почти 15 лет Владислав Григорьевич. А дальше началось самое страшное. Вооруженная агрессия Грузии и освободительная война 1992 года, которую возглавил Арзанба, стали тяжелейшим испытанием для абхазского народа. Владиславу Арзанба приходилось работать на пределе физических сил. Каждая неудача и каждая смерть болью отражались в его сердце. В условиях войны в полной мере проявились мужество, твердость характера, политический талант, потрясающая работоспособность и целеустремленность лидера нации. Ему приходилось планировать военные операции, находить вооружение для продолжения войны, решать вопросы обеспечения тысячи беженцев. И несмотря ни на что, он упорно вел народ к победе. Во время войны он знал, что за ним пошли народ, и я всегда рядом с ними был, и он каждую ночь, каждый день переживал. Если, не дай бог, кого-то убили, он ночью не спал, он ходил целую ночь, переживал. Были такие моменты, со мной вдвоем, и он говорит, Соса, что делать? Очень трудно, весь мир с нами воюет. Что нам делать? Думаешь? Я говорю, Владислав, не переживайте, победа будет за нами. Это я всегда ему поддерживал, как мог. Он один был, но очень трудно было. Я вчера смотрел отрывки, там, интервью Караулова. И я смотрел, и тогда тоже мы там находились. И он был уверен, что все равно мы победим. На протяжении всех лет к мемориалу памяти в Ишере не зарастает народная тропа. Это говорит о том, что люди осознают роль первого президента и дают оценку тем усилиям, которые были проделаны Арзанба для свободной жизни будущих поколений. Цветы возлагаются к мемориалу словно молчаливое обещание не забывать никогда, словно символ того, что эта любовь и благодарность будут вечными. Минуты молчания растекаются, как река времени, объединяя прошлое и настоящее, заставляя каждого почувствовать себя частью великой истории, которой он гордится. Очень добрый, очень человеческий, всегда навстречу все делал нам. Добровольцы у меня были 280 человек, и всегда с ними, как одну семью, вот так решили все вопросы. Владислав Арзанба навеки в памяти народа Абхазии. Его дело будет продолжено, а новые поколения должны быть достойны его подвига, уверен президент Бадрагунба.
Сегодня действительно историческое событие связано с именем первого президента нашей страны, основателя нашего современного государства, человек, который приложил весь свой опыт, профессионализм, душу, сердце ради становления, сохранения собственного народа, многострадального народа Абхазии, который веками боролся за свою независимость и жить свободно на своей земле. Владислав Григорьевич Ардзинба навеки останется в сердцах нашего народа. И я уверен, что его дело продолжит многие поколения нашей страны. У меня ответственность перед нашим главнокомандующим Владиславом Григорьевичем Ардзинба, зная и понимая тот путь, который он пронес через свою жизнь, это, безусловно, великий подвиг. И мы будем стараться соответствовать этому подвигу. Музей Владислава Ардзинба будет создан в селе Нижняя Ишера. Президент Бадрагунба отметил, что музей должен был стать частью мемориального комплекса первого президента Республики Абхазия, но так и не был построен. Могу проинформировать вас о том, что я уже в качестве президента принял решение продолжить строительство музея, который по проекту должен был здесь появиться еще несколько лет тому назад. Мы приложим все усилия, чтобы этот комплекс был полноценный, чтобы каждый, кто пришел поклониться нашему президенту, имел возможность соприкоснуться с артефактами, с теми вещами, книгами, историческими событиями, которые он пронес через свою жизнь. Каждый шаг по этой дороге тяжел, словно несет на себе груз всей истории, всего пути свободы и борьбы, который прошел наш народ под мудрым и сильным руководством первого президента. Память о великом Владиславе остается с нами навсегда, как звезда, которая светит даже в самой темной ночи. Шазина Ханагуа, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В Абхазском драматическом театре прошло торжественное заседание, посвященное 80-летию со дня рождения Владислава Ардзинба. Здесь же была организована фотовыставка, рассказывающая об его жизни и деятельности. На заседании присутствовал президент Бадрагунба. Мероприятие собрало государственных деятелей, представителей общественности, культуры и науки, а также тех, кто лично знал и работал с выдающимся политиком. Репортаж Алики Трапш. Торжественное заседание, посвященное 80-летию со дня рождения первого президента Владислава Ардзинба, открыл президент Бадрагунба. Глава государства подчеркнул исключительные заслуги Ардзинба в создании современного абхазского государства, особенно в период Отечественной войны. Владислав Григорьевич Ардзинба возглавлял Абхазию с 1990 по 2005 год. Это время, когда Абхазия боролась и отстаивала свое достойное существование. И все наши завоевания, в том числе и будущие, связаны с его именем. Ибо наши победы недавнего прошлого и настоящие были достигнуты либо непосредственно под его руководством, либо стали результатами его стратегической деятельности. Владислав Ардзинба сформулировал и озвучил и воплотил в жизнь мечту своего народа и поднял на доселе невидимую высоту честь и достоинства народа Абхазии. Надо было обладать глобальным мышлением, чтобы суметь сохранить маленькую Абхазию в большой неравнодушной среде. Имя Владислава Ардзинба останется ориентиром и путеводной звездой, пока будет существовать абхазский народ, свободе и независимости которого он посвятил свои знания и жизнь. Появление Владислава Ардзинба в жизни всего абхазского народа стало отправной точкой новейшей истории Абхазии. Ему удалось совершить то, что было не под силу многим другим политикам. В самый ответственный и тяжелый период для народа Абхазии он неожиданно появляется на политической арене, чтобы отдать свои силы и знания борьбе за свободу и независимость Абхазии. Я тогда сказал Владиславу, я говорю, ну вот народ потребует, и ты пойдешь, оставишь науку. Он мне сказал, что? Чтобы я когда-то оставил науку ради политики, никогда этого не будет. А так ведь получилось.
мы вспоминали потом часто, что ему пришлось. И когда он, а в то время ведь весь Советский Союз бросали люди работу и смотрели по телевидению вот эти сессии съезда народных депутатов. Впервые звучали вещи, которые раньше никогда невозможно было услышать открыто. И тут Владислав изложил всю вот эту нашу накипевшую боль и стал в момент лидером. Тогда уже он стал звездой абхазской политической. И уже другого пути, как окунуться полностью и отдаться политике, у него, конечно, не было. Владислав Арзанба действовал самоотреченно, отдавался своему делу и работе полностью. Он обладал сильным характером, острым темпераментом и неизменной требовательностью. При всем при этом Арзанба всегда был близок и доступен людям. Он был верен народу, и народ был верен ему, говорят те, кому посчастливилось с ним дружить и работать. Для него не существовало ничего, абсолютно, кроме той цели, к достижению которой он вел народ за собой. Это буквально было так. Конечно, поддержка людей, она вдохновляла его. Пережитое, оно, конечно, оставило следы. Мы все пытались помочь как-то, даже предлагали какие-то свои вещи и решения этих проблем. Со всеми вопросами шли все к нему. Но разница заключалась между нами и ими в том, что мы могли предложить, могли пожаловаться, могли сказать, но решать-то должен был он, и ответственность полностью лежала на нем. Никогда не было случая, чтобы Владислав Григорьевич ушел от ответственности. Благодаря силе духа, твердой решимости и высокообразованности Владислав Арзанба сумел выстоять против сильных мира сего и осуществить многовековую мечту абхазского народа о свободе и независимости. Он не позволял пренебрежительного отношения к себе никому. С ним считались все, и в том числе его враги. В моей памяти он остался прежде всего теми своими качествами, которые его характеризовали. А это ум, воля и достоинство. Достоинство Владислава Арзанба не позволило бы никому из его врагов его оскорбить. Даже если бы в ходе войны сложилось так, что он был бы захвачен, и, конечно, враги бы его убили, тут нет никаких сомнений, он бы погиб. Но он бы погиб, смело смотря в глаза тем людям, которые собираются его убить, и они не посмели бы поднять на него руку. Есть такая французская поговорка: нельзя прикасаться к голове принцев. Это значит, что особу королевской крови можно казнить, как казнили Карла Стюарта во время английской революции или Людовика XVI в годы якобинской диктатуры, но ударить по лицу его нельзя, потому что рука не поднимется. Вот таким был Владислав Арзанба в моей памяти. В сердцах каждого представителя абхазского народа Владислав Арзанба навеки остался примером настоящего патриотизма и мужества, лидером, сумевшим спасти нацию от истребления. В фойе абхазского драмтеатра можно было увидеть фотографии, сделанные в разные периоды жизни Владислава Григорьевича. Снимки принадлежат Музею боевой славы имени Арзанба и Гудаутскому музею боевой славы имени Сергея Дбар. У нас есть вообще из архива семьи Владислава, есть основные периоды его деятельности, интересные встречи с ветеранами, с представителями других стран, естественно, с представителями ООН, с детьми. Все этапы деятельности Владислава мы по такому принципу подходили к отбору этих фотографий. Фотографии, передающие целую эпоху и живые воспоминания. Здесь были представлены и судьбоносные документы. Это великое наследие абхазского народа, полученное благодаря Владиславу Арзанба. Алика Трапшка, Мила Джопуа, Инал Гвинджа, Абхазское телевидение. В Цхинвале состоялось торжественное собрание, посвященное 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Арзанба, сообщает спутник «Южная Осетия». В мероприятии участвовали президент Алан Гаглоев, российский посол Марат Кулахметов, премьер-министр Константин Джусоев, экс-президенты Людвиг Чибиров и Леонид Тибилов, представители министерств и ведомств, общественность.
Выставка фотографий Владислава Арзенба прошла на площади имени Сергея Багапша в Сухуми. В экспозиции было представлено 80 снимков из личного фотоальбома первого президента, включая редкие кадры из его семейного архива, в которых отражены наиболее яркие моменты жизни и деятельности Владислава Арзенба. Среди авторов снимков известные фотографы, в том числе Попов, Арутюнов, Кецба, Барциц, Чкадова, Кубахья, Лидов и Фостер. В память о юбилее каждому посетителю подарили футболки с цитатами Владислава Арзенба на абхазском и русском языках и закладки для книг. В парке имени Тараса Шамба к 80-летию Владислава Арзенба заложили аллею памяти из оливковых деревьев. Акция проведена по инициативе Министерства юстиции Абхазии при поддержке столичной администрации. В мероприятии приняли участие общественные деятели и приглашенные гости. Репортаж Гунды Шоуа. Выбор оливковых деревьев не случайен. Олива, как символ мира, мудрости и долголетия, отражает основные принципы, которыми руководствовался Владислав Григорьевич в своей деятельности. Этот символ имеет глубокие корни в истории человечества, начиная с древних времен. Сегодня оливковое дерево во многих странах и культурах продолжает напоминать о мире, надежде и плодородной земле. Каждое дерево в аллее памяти станет символом признательности и уважения национальному герою, внесшему неоценимый вклад в становление и развитие абхазского государства. 14 мая 1945 году родился человек, кому было суждено вписать свое имя золотыми буквами в историю целого народа и государства. Сегодня прошло ровно 80 лет с этого дня, и президент Республики Абхазия Бадыр Зурабович Гунба принял решение. Своим указом 2025 год был объявлен годом памяти Владислава Григорьевича Арзенба. Коллективом Министерства юстиции было принято решение утвердить ряд памятных мероприятий в течение всего года, на одном из которых мы сейчас вместе с вами присутствуем. Оливковое дерево в среднем живет и плодоносит 500 лет, может произрастать и в грунте, и в скале, выдерживает сильнейшую засуху и низкие температуры, и даже способно пережить удар молнии. И именно благодаря этим качествам люди стали считать оливу символом изобилия, плодородия, стойкости и бессмертия. Мероприятие, посвященное увековечению памяти выдающегося государственного деятеля, собрало общественных деятелей, а также приглашенных гостей. Думаю, что это останется в памяти, может быть, гораздо больше, чем всякие другие мероприятия. Очень прекрасная идея. Владислав Григорьевич, конечно, заслуживает любого внимания, которое бы к нему проявляют и сегодня, и будут проявлять, и сотни лет, надеюсь, как говорится. И он останется в истории номером один, человеком, который свой народ привел к победе, к независимости, ко всем тем прекрасным дням, которые сегодня есть. И вместе с ним, конечно, все наши братья, друзья, которые сложили свою голову за эту независимость. Это память и о них, и о нем. В торжественном событии приняла участие и семья ветерана Отечественной войны народа Абхазии, сотрудника Министерства юстиции Юрия Марухпа. Участники акции надеются, что аллея памяти станет местом, где будущие поколения смогут вспоминать первого президента, осознавая важность его наследия. Ведь именно он стал символом борьбы абхазского народа за свободу и независимость. Его жизнь и политическая карьера – пример того, как личность может оказывать значительное влияние на судьбы целого народа в самых сложных исторических обстоятельствах. Встречались с Владиславом Григорьевичем, было очень приятно, что он так близок был к людям вообще. И все те проекты, которые мы присылали, мы обсуждали. И по работе было очень приятно, и присутствие его, и вот его простота просто удивляла меня всегда. Вот президент, и вот он мог рядом сесть, пообщаться. Вот это тоже не каждому дано, а вот присущие вот ему было вот эти все моменты.
Я благодарна судьбе, что я столкнулась с таким великим человеком. Аллея памяти, заложенная в парке имени Тараса Шамба, станет новым местом притяжения для жителей и гостей столицы, символизируя неразрывную связь времен и поколений, напоминая о выдающемся государственном деятеле, посвятившем свою жизнь служению Абхазии. Ожидается, что в дальнейшем аллея памяти будет расширяться, пополняясь новыми деревьями. Мы выбирали место, и здесь немножко символично проходит улица имени Ардзинба. Сквер, этот парк наш исторический, он входит в реестр историко-культурного наследия. Когда-то здесь был базар, российское ведомство разбили парк, подарили городу. Назывался он парк Сухум, потом ему присвоили имени Орджоникидзе, ну и потом имени Воронова. Сейчас он носит имя Тараса Шамба. Примеры посадки оливковых деревьев в честь политиков можно встретить в разных уголках мира. Эта практика имеет глубокий символический смысл. Оливковое дерево, подобно политику, должно укорениться в земле, пройти через испытания временем, принести плоды, полезные для общества, что и делает его метафорой устойчивости и жизненной силы. Посадка оливкового дерева в честь политика – это акт признания его заслуг и надежда на то, что его наследие будет жить вечно, принося пользу будущим поколениям. Кундашова, Константин Парулова, Абхазское телевидение. Театрализованное представление «Владислав Емия» прошло в Абхазской госфилармонии. Мероприятие посетили президент Бадра Гунба, премьер-министр Владимир Делба, спикер парламента Лаша Ашуба, супруга Владислава Ардзинба Светлана Джиргения, члены правительства, депутаты, общественность. Актеры Государственного молодежного театра рассказали о самых важных этапах жизни первого президента и его служения Абхазии. Дополнили действия на сцене, фотографии и видео с Владиславом Ардзинба. Репортаж Аэлиты Арутюнян. В зале гаснет свет. Полная тишина. Зрители в ожидании. «Путь Владислава». Так называется театрализованная постановка с участием актеров молодежного театра детской студии «ЧИК» и певцов абхазской эстрады. Вначале зрителям показали фото и видеоархив из разных периодов жизни первого президента республики. Артисты зачитали отрывки из мемуаров Ардзинба, рассказали о главных этапах его жизни, о пути в науку, об учебе в Москве, о том, как он пришел в политику и отстаивал интересы своей родины. В театрализованном представлении «Красной линии» проходила тема войны и роли Владислава Ардзинба в достижении победы абхазского народа. Постановку посетили президент Бадра Гунба, вдова первого президента Светлана Джиргения, премьер-министр Владимир Делба, спикер парламента Лаша Ашуба, депутаты, члены правительства, а также представители общественности. Организатор мероприятия Управление культуры администрации города Сухум Нала Хашик, начальник управления культуры, рассказала, какую аудиторию они хотели привлечь и на чем базируется постановка. Мы прочли очень много литературы, составили сценарий, прочли, особенно нас впечатлила книга «Моя жизнь» Владислава Ардзинба. И в основном все наше мероприятие, вот мы в сжатом виде взяли именно оттуда. Постарались охватить всю его жизнь с детства. Говорим о его детстве, говорим о его семье, о знаковых таких событиях, связанных с Владиславом Ардзинба, когда он учился, и вот этот переломный период, когда он вошел в политику. Кропотливые репетиции длились более 2 месяцев. В постановке приняли участие актеры разных возрастов. Чтобы зритель мог еще глубже узнать о жизни Владислава Ардзинба, им приходилось не просто репетировать, а проживать каждую свою реплику. Задействовали мы актеров молодежного театра, певцов, даже школьников мы учащихся взяли. А также здесь участвует студия из Росдрама, студия ЧИК. Дети участвуют. Очень ответственно мы отнеслись, потому что Владислав Ардзинба, личность Владислава Ардзинба, конечно, золотыми буквами написана в истории нашей Абхазии, и мы очень ответственно отнеслись
к этому мероприятию. В театрализованную постановку также вошли вокальные и танцевальные номера. Для каждого жителя Абхазии имя Владислава Ардзинба имеет свой особый смысл. Такие мероприятия дают возможность не только вспомнить о великом лидере, но и погрузиться в его время, пережить вместе с ним трудности и испытания, которые выпали на его долю, и радоваться победам и достижениям, которых он достиг. После окончания представления зрители поделились своими впечатлениями. Мне понравилось абсолютно все, прям до мурашек все было. Больше всего в конце понравилось, когда он сказал, что мы победили, одержали победу. Ирина Ахмадеева приехала из России. Она осталась под глубоким впечатлением от увиденного. Нам очень понравилось то, что мы здесь видим. Концерт этот подтвердил вот эту гордость, природность, красоту и героизм этого народа кавказского. Мы восхищены красотой, дружелюбием вашего народа. А концерт сегодняшний нам понравился очень, потому что танец, как он передает культуру, темперамент вашего народа. И очень красивые ребята и девчата у вас. Песни ваши очень красивые. А сегодня мы еще были в пещерах, и там звучала тоже абхазская мелодия, и она была немножко похожа на плач. И это было очень пронзительно, очень глубоко и красиво. И поэтому мы пришли сюда, на этот концерт, чтобы еще ближе узнать вашу культуру. И мы понимаем, что все народы, вот земля – это все народы, которые дружат, любят и умеют защищать и эту дружбу, и эту жизнь. 80 лет исполнилось бы Владиславу Ардзинба 14 мая. Он мог бы встретить свой юбилей вместе со своим народом, так горячо им любимым, но судьба распорядилась иначе. Его не стало 15 лет назад, и было ему всего 65 лет. Напомнить о бесценном вкладе Владислава Ардзинба в становление Абхазии и сохранить память о нем для будущих поколений – наша главная задача. Айлита Арутюнян, Ахрам Мичма, Абхазское телевидение. К другим новостям. Арестованные подозреваемые в убийстве Гари Авицба. Решение заключения под стражу Георгия Ахуба и Алхаса Ахуба принял Сухумский горсуд, сообщили пресс-службе Генпрокуратуры. Мероприятия, направленные на установление и задержание других лиц, причастных к преступлению, продолжаются. В пятницу, 9 мая, неустановленные лица подъехали на перекресток улиц 4 марта и генерала Аршба, не менее 6 раз выстрелили в Гари Авицба. Тот скончался на месте. На абхазо-российской границе ужесточены меры безопасности. Это связано с введением на территории Российской Федерации протокола безопасности, сообщил абхазскому телевидению заместитель председателя ГТК Зураб Ашуба. В рубрике «Есть вопрос» он рассказал о ситуации на границе на сегодняшний день. Зураб Русланович, здравствуйте. Рада вас приветствовать в нашей студии. У меня к вам такой вот на сегодняшний день актуальный вопрос. С 11 мая наблюдается такая сложная ситуация на контрольно-пропускном пункте ПСО. И мы знаем, что ведется особо тщательный досмотр каждого автомобиля. Как вы можете прокомментировать этот эпизод? Дайте, пожалуйста, свою оценку происходящему. На самом деле данный вопрос возник не 11 мая, а 8 мая. И связан он с введением протокола безопасности Российской Федерации. Данный протокол действует не только на абхазско-российском участке границы, но на всем протяжении российской границы, аэропортов и на всей территории России. Связаны беспрецедентные меры безопасности с масштабным проведением Дня Победы. Свыше 38 лидеров государств России на сегодняшний день проводящие специальную военную операцию. Есть риски, есть определенные вопросы. И эти вопросы как-то, наверное, надо отнести с пониманием ко всему этому. Тем более, что данный вопрос, сегодня я вам открою, наверное, уже не тайну и так далее, разрешен. И с 13 часов 10 минут сегодня все стало в штатном режиме. Ну, Какие методы были включены, я хотел бы? Никаких ограничений в этот период не было.
были включены все методы и средства. Из средств был задействован МЕДК, в простонародье рентген. То есть все транспортные средства от минивэна и выше прогоняли через рентген-установку. Это, конечно, вызывало определенное беспокойство граждан. Сложилась непростая ситуация. Эта непростая ситуация связана с временным ограничением. То есть рентген, это время, затраченное на границе, количество транспорта уменьшилось. Но все это благополучно разрешилось. Я думаю, что нужно отнестись к этому с пониманием. Просто так это не делать. Значит, у российских служб были высокие основания для того, чтобы для безопасности данный протокол да, на всем протяжении границ. Скажите, пожалуйста, за этот период такого более тщательного досмотра были ли выявлены какие-то нарушения такие глобальные? У нас такой информации нет. Значит, все это в рамках закона, да? В Все принципе, это в рамках, спокойно, безусловно, да, все это в да. рамках. Меры были беспрецедентны, но все это в рамках закона. Безусловно, конечно. А вот еще второй момент, который меня, второй вопрос интересует. Не так давно был анонсирован проект первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко по реконструкции пропускного пункта КПП ПСОУ. И, насколько известно, будет выделено более 10 миллиардов рублей для того, чтобы как-то облагородить эту территорию, вообще создать более такие комфортные условия для людей, которые пересекают эту границу, как для жителей нашей страны и, безусловно, для иностранных граждан в том числе. Вот более детально можете рассказать о этом проекте? Ну, я вам расскажу ровно только, сколько мне известно. Да, этот проект Какие сроки, уже, быть может, да? Да, этот проект уже осуществляется, частично реконструкция началась. Конечно, как мне известно, в 2027 году данный пост обновленно будет сдан в эксплуатацию. А возможности нынешнего поста они себя реализовали. Сегодня пропускная способность МАПа «Адлер» ограничена. Вот если его во время строительства МАПа «Адлер» закладывалась 1 единица, то после этого за примерно 15 лет данная цифра переросла в 6 раз. То бишь в 6 раз переросли возможности данного поста «Адлер». Как технические, так и человеческие, безусловно. Ну вот если так поразмышлять, вот не так давно был запущен наш аэропорт в городе Сухум, и, соответственно, как бы будет идти какая-то небольшая такая разгрузка относительно КПП ПСОУ, а также ЖД-сообщение тоже как бы увеличивает свои возможности по сообщению между Россией и Абхазией. Как вы считаете, все-таки это дает какую-то небольшую разгрузку для того, чтобы работа велась легче и, в принципе, ни граждане Абхазии, ни наши перемещение было гости, комфортным, одним да, словом. безусловно, Я вам скажу да. следующее, действительно, аэропорт уже это очень важно. Аэропорт, я видел график на июнь месяц, он достаточно насыщенный. Интенсивный, да. Интенсивный, да. Железная дорога, безусловно. Но у нас турагентства дают разные, подают разную информацию. От 10 до 30% рост в этом году. Да, вот я хотела как раз коснуться аналитики. Вот ожидается очень большой поток туристов в этом году, поэтому хотелось бы, конечно, чтобы и гости наши не ощущали всех тягот, которые сопровождаются с пересечением границы, а получали более комфортные. Те, кто перемещается самолетом, тягот иметь не будут, безусловно. Созданы все комфортные условия. Но я думаю, что все-таки разгрузка будет. Для да, тех, кто перемещается железно, безусловно, так же. То, что касается автомобильной, пешеходной составной, у нас буквально 29 апреля была встреча с нашими коллегами с Российской Федерации. На данной встрече присутствовал руководитель Южного таможенного управления, руководитель Краснодарской таможни, представители Федеральной таможенной службы в видеорежиме, также руководитель МАПа «Адлер», где мы проговаривали все те вопросы, которые могут осложнять перемещение наших граждан, также туристов, во время проведения курортного сезона. Прежде чем мы выходили на эту встречу, мы встречались и с Минтуризмом, и участниками внешнеэкономической деятельности, для того, чтобы понять те болевые точки, которые были в прошлом году и которые, возможно, будут. Мы встретили понимание с нашим коллегам по многим вопросам. Какие-то вопросы разрешились на месте, по каким-то вопросам взята пауза, мы надеемся на их разрешение. Но что могу сказать, в ходе данной встречи на месте
было, да, как бы реализовано, да, наше предложение по увеличению на летний период количества сотрудников таможни на МАП «Адлер», количество окон оформления на МАП «Адлер», также приоритетные полосы по автобусам 5, да, 11, 4, 10, 11 полоса по приоритетному перемещению туристических автобусов. То есть вот эти ряд реорганизаций были проведены, получается, конечно. да? Вот уже То за есть этот комплекс период вопросов был проговорен с нашими коллегами. Мы нашли в этом плане, мы очень надеемся, что курортный сезон, и на это есть все основания, курортный сезон пройдет без шероховатости. Ну, с учетом того, что... Но я вам скажу, тем не менее, людей на границе будет много. Много, да. Но опять же, вот если вот подытожить, безусловно, что КПП ПСО – это одна из составляющих нашей общей дорожной карты, да, по Абхазии. И хотелось бы, конечно же, чтобы именно это место, оно как бы максимально соответствовало комфорту для всех групп граждан, которые пересекают границу. Быть может, на ваш взгляд, какие-то существуют и способы, которые могли бы в ближайшее время как-то повлиять на улучшение ситуации, даже хотя бы на этот летний период, здесь и сейчас, вот как бы вот в ближайшее время. Но у нас была вчера встреча с нашими пограничными коллегами на посту ПСО. Мы встречались с пограничниками абхазскими, проговаривали все эти болезненные вопросы. Мы очень надеемся, что какие-то вопросы мы устраним. Хотя у нас есть телефон горячей линии дежурной части. Нарекания со стороны туристов по отношению к таможенной службе, по отношению к пограничной службе мы не получали. В принципе, мы создаем все комфортные условия для перемещения. Но исходя из ваших слов, я могу сделать вывод, что все-таки сейчас, на сегодняшний день, существует определенный механизм взаимодействия различных структур на улучшение общей, да, картины, конечно, пограничного мы перехода. сверяем часы, да, мы стараемся создать условия для того, чтобы все-таки гости нашей страны, да, все-таки граница – это лицо нашей страны. И, по крайней мере, пограничная таможенная служба прилагает все усилия, чтобы лицо было привлекательным. Как во внешнем виде, так и в содержательной ее части. Благодарю вас за беседу. До свидания. Спасибо. Второй семинар молодых литераторов в Абхазии состоится 15 мая в Национальной библиотеке имени Папаскирь. Организует семинар Союз писателей Абхазии. В мероприятии примут участие молодые литераторы из Сухума, Гагарского, Гудаутского, Гулрыбского, Чемчирского, Ткорчалского районов. В рамках семинара состоится презентация недавно изданного сборника стихов и рассказов молодых авторов «Рассвет». Начало в 11 часов. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в четверг, 15 мая, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, местами дождь, гроза, туман. Температура воздуха ночью плюс 7-12, днем плюс 12-17 градусов. Температура морской воды плюс 14 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.